Время летит. Человечество встречает новый век. Развитие науки и техники значительно изменяет жизнь человечества. Хотя мы удивляемся стремительному прогрессу цивилизации, но нам приходится оставаться жить в этом мире, созданном из арматуры и цемента. Когда повседневная жизнь превращается в высокоскоростное вращение волчка, люди не осознают, что они теряют здоровье из-за многолетней непрерывной занятости, шума и загрязнения. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и все так называемые заболевания современной цивилизации с каждым днем все в большей степени повреждают здоровье человечества. Среди таких заболеваний, как рак, диабет, легочные заболевания, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, наиболее часто имеют место заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов, и даже наблюдается высокий процент смертности и инвалидности. Всемирная организация здравоохранения указывает, что сердечно-сосудистые заболевания уже стали киллером номер один, который угрожает здоровью человечества. Во всем мире в каждом году примерно 17 миллионов людей умирает от заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, что составляет более 50% от общего количества смертных случаев. Данное заболевание занимает первое место среди причин смертности человечества. Процент рецидива заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов вырос до 87% и занимает первое место среди серьезных заболеваний человечества. Этот суровый факт уже привлек пристальное внимание всех слоев общества. Заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов не только отличаются высоким коэффициентом заболеваемости, но и тенденцией роста коэффициента заболеваемости среди молодежи. Исследованием было выявлено, что среди пациентов сердечно-сосудистых заболеваний процент пациентов моложе 40 лет уже 20%. Самому молодому пациенту коронарного заболевания только 16 лет. Самому молодому пациенту, который умер от церебральной эмболии, было всего лишь 18 лет. Научные исследования показывают, что высокий коэффициент сердечно-цереброваскулярных заболеваний связан с быстрым темпом образа жизни. В реальной жизни немало людей знает, что нужно обратиться к врачу, когда заболевают, и тратят деньги на лекарства. Сегодня, когда наука и техника высоко развиты, сможем ли мы более безопасным способом предотвратить и излечить сердечно-сосудистые заболевания, начиная с повседневного здравоохранения? Эссенция Лафатером Годжен, выпущенная компанией New Era, превращает актуальное желание человечества в реальность. Эссенция Лафатером Годжен эффективно регулирует липиды крови в организме, очищает кровеносные сосуды, обладает благоприятным эффектом для защиты сердечно-цереброваскулярных сосудов, имеет хорошие вспомогательные лечебные эффекты для таких симптомов, как головокружение, головной боли, боли в груди, онемение конечностей и тела, вызванные гиперлипидемией, коронарным заболеванием сердца, артериальной гипертонией, церебральным тромбозом и другие. Оно является оптимальным натуральным функциональным продуктом для здравоохранения. Сердечно-цереброваскулярные заболевания представляют собой общее название сердечно-сосудистых заболеваний и церебральных сосудистых заболеваний. Теперь давайте войдем в аудиторию здоровья у New Era, ознакомимся с базовыми знаниями о заболеваниях сердечно-цереброваскулярных сосудов. Под сердечно-сосудистыми заболеваниями подразумевается гипертония, гиперлипидемия, коронарные заболевания сердца, заболевания сердца из-за гипертонии или нерегулярные сердечные сокращения и другие. Цереброваскулярные заболевания делятся на две основные группы. В одну группу входят ишемические заболевания и инсульты, вызванные сгущением крови, тромбообразованием, в результате которого происходит блокировка кровеносных сосудов или артерий в мозгу. В другую группу входят геморрагические заболевания, а результатом которых является разрушение стенок сосудов головного мозга. Геморрагические цереброваскулярные заболевания означают кровотечение мозга или кровотечение нижней полости и паутинной оболочки мозга. Клиническими симптомами заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов являются нерегулярные сердечные сокращения, головокружение, головная боль, тяжесть дыхания, падение давления и многие другие.
Любой из вышеперечисленных симптомов создает больному и его родным невыразимые мучения и обузу. Исследования показывают, что среди факторов заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, кроме эпигенетических факторов, главной причиной является гиперлипидемия. Гиперлипидемия является отдельным опасным фактором среди сердечно-цереброваскулярных заболеваний, поэтому он представляет собой очень важный болезнетворный фактор при развитии атериосклероза, а также заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов. Разные питательные вещества, необходимые для нормальной физиологической функции организма человека, и все выводимые метаболизмом отходы транспортируются кровью. Под липидом крови подразумевается наличие холестерина и триглицеридов в сыворотке. Холестерин и триглицерид оба являются питательными веществами, необходимыми организму человека. Но в любом случае существует своя мера. Как слишком высокий уровень холестерина, так и слишком высокий уровень содержания триглицерида могут привести к гиперлипидемии. В современном обществе быстрый ритм жизни, и люди испытывают большое напряжение на работе. Зачастую им не хватает физических упражнений. При приеме в пищу слишком большого количества продуктов с высоким содержанием жира и холестерина у людей незаметно набирается избыточная масса тела. В настоящее время люди слишком много курят и употребляют алкоголя. В результате такого стиля жизни существует значительная вероятность возникновения гиперлипидемии, которая легко повлечет за собой артериосклероз, коронарные заболевания и другие заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов. На первых порах проявления такого заболевания, как гиперлипидемия, никто не ощущает дискомфорта, и только после возникновения первых признаков заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, первопричиной которых является гиперлипидемия, люди начинают задумываться о вреде, наносимом собственному здоровью. Современная медицина полагает, что холестерины в липидах крови делятся на вредоносные холестерины, липопротеиды низкой плотности, и благотворные холестерины, липопротеиды высокой плотности. Липопротеиды низкой плотности образуют отбросы в крови, что приводит к отложению отверделости в крови, хрупкости и сужению желы, и так гиперлипидемия повлечет за собой артериосклероз и другие патологические изменения, возбуждая таким образом заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов. А липопротеиды высокой плотности очищают отложения сосудов для обеспечения эластичности и здоровья сосудов. В настоящее время всем известно, что липопротеиды низкой плотности являются зачинщиком заболевания атеросклероза. Более того, высокий уровень триглицерида тоже является фактором стимуляции коронарного заболевания. Липопротеиды высокой плотности могут передавать некоторые жиры, отложенные в организме. Например, жиры на стенках сосудов, в печень, остающиеся части которых выделяются с помощью желчи после катаболизма. Поэтому специалисты полагают, что липопротеиды высокой плотности являются фактором против атеросклероза, являются благотворным холестерином. Некоторые специалисты его называют защитным фактором коронарного заболевания. Исследования показывают, что если липопротеиды низкой плотности снижаются на каждый 1%, то опасность заболевания болезнью сердечно-цереброваскулярных сосудов уменьшается на 2%. Из этого следует, что ядром и ключевым моментом достижения успеха в предотвращении заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов является снижение липопротеидов низкой плотности, снижение триглицеридов и одновременного повышения содержания липопротеидов высокой плотности. Эссенция Лафатером Гуаджен является первой продукцией высокой технологии во всем мире, разработанной с использованием флавон-бамбуковых листьев. Она способна эффективно снизить липопротеиды низкой плотности и триглицериды и одновременно повысить содержание липопротеидов высокой плотности. С выходом в свет эссенции Лафатером Гуаджен открылась новая возможность предотвращения и лечения заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, которые являются киллером номер 1 для человечества. Чжэцзянский университет Китая был назван английским ученым Джонсон Ли Восточным Кембриджем. Начиная с 90-х годов 20 века, руководитель аспирантов профессор Чжан Ин провел десятилетние научно-исследовательские работы и успешно получил экстракт флавон из Лафатерум грацили, Лафатерум стройный, зарегистрировал государственный патент на изобретение и разработал продукцию типа флавона передового мирового уровня – капсулы эссенции Лафатерум. На данной основе компания New Era разработала продукцию эссенция Лафатерум Гуаджен таблеточного типа, которая была одобрена Министерством здравоохранения Китая как здравоохранительная продукция.
Как флавон бамбуковых листьев в качестве функционального фактора борется с вредностью киллера номер 1 для человечества? Нам известно, что в флавоне содержится много физиологических и фармакологически активных веществ для организма человека. Откуда мы узнали об этом? Узнали мы из китайских трав. Большинство фармакологически активных экстрактов, которые содержатся в китайских травах, как салисбурия, листья мушмулы и рододендрон, имеют свойство выведения токсинов из организма. Поэтому смеси такого типа находят широкое применение. Компоненты типа флавона еще называются флавоноидами, которые присутствуют во многих растениях, являются полезным компонентом многих китайских целебных трав. В настоящее время функциональные факторы во многих противоокислителях, антиоксидантах, препаратах для снижения липидов крови и лечения заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов передового мирового уровня является флавоноид. Например, основным составом экстракта салисбурии также являются флавоноиды. Функциональными факторами, которые содержат в экстракте лофотерум грациле, лофотерумстроине, в основном являются флавоноид цагитерозид и лактонные питательные элементы группы кумарина. Содержание полезных компонентов и их биологическая активность сравнимы с экстрактом салисбурии. С апреля по октябрь 1999 года первая народная больница города Шанхая, Китая, провели клинические испытания на действенность эссенции лофотерум годжен для регулирования липида крови, используя произведенный одним шанхайским фармацевтическим заводом препарат экстракта салисбурии. Одинаковые суммарные дозы флавона принимали обе стороны. 3 месяца, 1 курс лечения, через каждых 6 недель проверяли показатели липида крови и другие. Результат показывает, через 3 месяца после лечения с помощью эссенции лофотерум годжен уровень триглицерида у пациентов с нарушением обмена липоидов значительно снизился по сравнению с показателями до лечения. Содержание липопротеидов высокой плотности значительно увеличилось по сравнению с показателями до лечения. Эффективность снижения триглицерида и повышения липопротеидов высокой плотности заметно лучше у экстрактов салисбурии. И в процессе применения не были обнаружены явные побочные эффекты, не было отрицательных изменений в результатах обычных тестов крови, мочи, функций печени и почек, а также уровня сахара в крови. Клинические испытания показывают, что флавон бамбуковых листьев производит достоверный лечебный эффект, у него отсутствуют токсичные побочные эффекты. Он является безопасным и эффективным фармакологическим средством для регулирования липоидов, возможно его применение для лечения абнормального обмена липоидов разных типов. Поскольку флавон бамбуковых листьев имеет большое значение для организма человека, с развитием науки о существовании свободных радикалов большое внимание уделяется флавону бамбуковых листьев, который обладает очень сильной противоокислительной функцией, а также удаляет свободные радикалы из организма. Так называемый свободный радикал означает одно крайне нестабильное вещество, превращенное из части кислорода во время метаболизма организма человека. Так же, как и в природе происходят процессы окисления вокруг нас, человеческий организм подвергается подобным повреждениям. Современная медицина полагает, что окисление клеток свободными радикалами является причиной заболеваний и физиологического старения человечества. В юношеский период, когда тело еще растет и формируется, очень сильна собственная сопротивляемость организма окислению. В этот период, как обычно, образованные в вашем организме свободные радикалы легко и своевременно удаляются. Можно поддерживать их на одном динамическом, более низком уровне. Поэтому в этот период свободные радикалы имеют мало неблаготворных эффектов на организм. Но когда организм становится старше, обычно после 35 лет, собственная способность организма сопротивляться окислению постепенно снижается, а свободных радикалов, накопленных в организме, наоборот, становится все больше. Такое большое количество свободных радикалов при столкновении с липопротеидом низкой плотности окисляет последних, а окисленные липопротеиды низкой плотности, иначе холестерины, превращаются в примеси и осаждаются на стенках сосудов. Вот это является фактором заболевания артериосклерозом. Компоненты флавона бамбуковых листьев имеют очень хороший противоокислительный эффект, а также способны блокировать окисление липопротеидов низкой плотности. То есть этот эффект уже способен в самом начале удержать окисление. Второй причиной является то, если даже уже были окислены, свойства физических механизмов кровотока будет ухудшаться. Это означает, что противоокислительные компоненты играют роль своеобразного уборщика, поддерживая более чистую среду крови, могут собирать этот мусор и более быстрым путем выводить из организма.
Вот, благодаря своим возможностям удаления свободных радикалов, противоокисления, снижения содержания липопротеидов низкой плотности и повышения содержания липопротеидов высокой плотности, флавон бамбуковых листьев играет более полную роль для регулирования липидов в крови. Более того, флавон бамбуковых листьев также способен расширить коронарную артерию и увеличить кровоток, увеличить частоту сокращения сердечных мышц, повысить выживаемость организма при нехватке кислорода и крови. Я принимала некоторые препараты, когда была за рубежом, например, витамины, когда была в Америке. Все это были готовые препараты, по несколько таблеток ежедневно. Из-за напряженной работы и нестабильного ритма жизни недавно у меня был обнаружен высокий уровень липидов в крови. Мои друзья порекомендовали мне эссенцию Лафатерум Гуажен. Эффект от принятия данного препарата оказался достаточно быстрым. Через месяц с лишним у меня практически нормализовался уровень липидов в крови. Я был самым молодым, самым типичным и самым тяжелым пациентом жирового метаморфоза печени на нашем предприятии. В самом начале мало знал эту продукцию и, честно говоря, ей не доверял. Я говорил: вот меня лечат уже столько времени и еще не вылечили, а такой препарат способен вылечить мое ожирение печени? Вначале действительно не поверил. Но потом начал принимать. Прошло не больше полугода. Я сходил в больницу и сделал ультразвуковый осмотр. Когда врач мне сказал: у вас жировой метаморфоз печени легкой степени, я ответил: а вы не шутите? Врач ответил: вы мой пациент, для чего же мне шутить с вами? Мы с вами даже не знаем друг друга. Вот, доктору женщине было просто неприятно. У меня не только заболевания сердечных сосудов, но и заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов. В прошлом году во время медицинского осмотра у меня был выявлен высокий уровень триглицерида. После применения эссенции Лафатерум Гуажен это заболевание вообще исчезло. С 2000 года, когда эссенцию Лафатерум Гуажен начали продавать, она не имела аналога среди огромного количества подобных продуктов, особенно среди продуктов для регулирования липидов в крови. Эссенция Лафатерум Гуажен прославилась среди потребителей, оставила незабвенную страницу в истории борьбы человечества с заболеваниями сердечно-цереброваскулярных сосудов. Сегодня эссенция Лафатерум Гуажен открыла новую область и возможность для предотвращения и лечения заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, внесла новый вклад в развитие здравоохранения человечества. Китайский народ давно уже знает медицинские и оздоравливающие функции бамбука. Все части бамбука полезны. Более 2500 лет в Китае в пищу применяют молодые побеги бамбука. Молодые побеги бамбука отличаются не только богатой питательностью, прелестным вкусом, но снижают жировые отложения на теле и способствуют сбросу лишнего веса. Бамбуковые листья в китайской медицине были известным благотворным лекарством для удаления жира и токсичности организма. Существует много описаний о функциях бамбуковых листьев в многовековых медицинских трудах Китая. Здесь уезд Аньцзи, провинция Чжэцзянь, Китая. Площадь его бамбукового леса составляет до 980 тысяч му китайской мироплощади, занимая таким образом первое место среди 10 бамбуковых деревень Китая. Ему было присвоено звание «Образцовая экологическая зона государственного класса» и «Пример человеческого местожительства Китая». Богатые природные ресурсы и благоприятная экологическая среда сделала это место базой сырья эссенции Лафатерум Гуажен. Эссенция Лафатерум Гуажен дает людям, живущим в городах, шанс приблизиться к природе и ощутить свежесть и чистоту бамбуковой рощи. В последние годы с повышением жизненного уровня людей требования к питанию становятся все выше и выше.
Требуется не только хороший вкус и питательность, но и функция предотвращения заболеваний и содействия выздоровлению после заболевания. С развитием биологической инженерии и появлением функциональных продуктов пришла третья революция пищевой индустрии. Клинические эксперименты доказывают, что флавоноид является как фармакологическим элементом, так и важным трофическим элементом. Флавоноид – один из новых видов питательных элементов. Эксперименты доказывают, что эссенция лофотером Гуаджен не только может регулировать липиды крови, предотвратить заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов, но и обладает благоприятным эффектом регулирования иммунитета, может заметно укрепить способность организма противостоять неблагоприятной окружающей среде и болезням, имеет противовоспалительные, антибактериальные и противовирусные эффекты. Его противоокислительный эффект и противодействие утомлению сопоставимы с эффектом от приема Гуаджен пинполен сосновой пыльцы. Я принимаю витамины вместе с флавоном бамбуковых листьев примерно уже 1,5 года. В эти 1,5 года я чувствую себя очень хорошо, полна бодрости, очень хорошо сплю. Теперь я сплю не больше 6 часов в сутки и в рабочее время нахожусь в хорошем состоянии, не чувствую усталости. Моя кожа выглядит прекрасно, я полна энергии. Несколько раз на работе были собрания до полуночи, когда все уже зевали, я все еще была бодрой. Многие спрашивают меня, в чем же секрет? Теперь я всем рекомендую флавон бамбуковых листьев. Как правильно принимать эссенцию лофотером Гуаджен? Давайте обратимся к специалисту аудитории здоровья New Era. Прошу всех обратить внимание на метод применения. Например, мы требуем, чтобы применяли эссенцию лофотерум Гуаджен внутрь перед едой. По сравнению с применением натощак, такой способ применения дает более быстрое усвоение и лучший эффект. Но для некоторых людей на начальной стадии после применения чувствуется тошнота, изжога и дискомфорт. Это естественная реакция. Через некоторое время эта реакция исчезнет. Более того, следует обратить внимание на то, что соединение флавона обладает охлаждающим свойством, поэтому оно не подходит для людей со слабым желудком. Для таких людей следует сначала принимать продукты теплого свойства – Гуаджен пинполен, сосновая пыльца. Сначала принимать Гуаджен пинполен для регулирования собственно функции пищеварения. После того, как отрегулирована функция пищеварения, можно уже применять эссенцию лофотерум Гуаджен или применять Гуаджен пинполен и эссенцию лофотерум Гуаджен одновременно. По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, количество людей субздоровья, то есть в состоянии между здоровьем и болезнями, растет во многих странах и регионах. По предварительной оценке, в каждом году 6 миллионов людей в Америке подозреваются в состоянии субздоровья. В Австрии процент людей субздоровья достигает 37%, а в Азии процент людей субздоровья еще выше. Заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов и диабет, называемые болезнями современной цивилизации, как раз являются результатами накопленного день за днем состояния субздоровья. Субздоровье в сущности является болезнью образа жизни. Чтобы эффективно предотвратить и излечить субздоровье, необходимо вести здоровый образ жизни. Раньше вообще не знал о здравоохранении. После применения Гуаджен пинполен и эссенции лофотерум Гуаджен стал понимать, что это хорошая вещь. Особенно после посещения лекций в аудитории здоровья New Era. Понял и изменил образ жизни. Например, бросил курить, теперь вообще не курю. Стараюсь не пить или пить немного. В результате этого изменения я стал веселее, и окружающие люди тоже стали веселее. После выхода эссенции лофотерум Гуаджен в свет, всего лишь за несколько лет он встречает одобрение со стороны пациентов заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов и потребителей широкого круга. Эссенция лофотерум Гуаджен не только получила название новой продукции государственного класса Китая. В марте 2004 года она еще была признана Международной ассоциацией защиты прав потребителей Китая безопасная известная марка первых сортов для потребителей. Опираясь на качество продукции, на квалификацию сотрудников, на корпоративную культуру компании «Наука и честь», New Era непрерывно развивается и расширяется. Гуаджен обладает яркими национальными особенностями, изготовленный из сосны и бамбука, воспитывает душу и моральное качество людей новой эры. Сегодня развитие и расширение производства эссенции лофотерум Гуаджен будет в дальнейшем способствовать переходу китайской культуры и здравоохранения человечества к более высокому уровню.
Когда мы видим этот современный мир с непрерывным усовершенствованием цивилизации человечества, жажда и потребности народов в здоровье никогда не были так сильны. Дорожить жизнью, заботиться о здоровье стало общей темой для людей из разных регионов с разными цветами кожи. Эссенция Лофотером Гурджен станет вашим спутником жизни и здоровья на всю жизнь.